күніне тоқталамыз. 2020 жылдың қарашасында біз оның 185-ші туған күнін атап өтеміз. Ол небәрі 12-де, алда не күтіп тұр? Тағы 18 жыл, қиын және керемет өмір. 18 жыл. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы прикоснемся к отдельным фактам биографии великого казахского ученого, просветителя, искусствоведа Шокана Валиханова. В ноябре 2020 году мы отмечаем его 185-летие со дня рождения. Ему всего 12. А что у него впереди? Еще 18 лет трудной и прекрасной жизни. Целых 18 лет. Отец вы или нет? Перестань, Зейнеп! Позовите мне Шокана! Шоқан еще маленький, мой приближенный. Зачем вы его отправляете в такой дальний путь? Он знает 3 восточного языка, мой маленький приближенный. Почему? Вы такой жестокий. Что скажет наш повелитель султан? Шоканжан мой маленький, почему вы его отправляете? Царю, рабом что ли? Отец, вы меня звали? Шокан, встань! Сядь сюда. И больше, чтобы я никогда не видел тебя на коленях. Ты родился господином, а не рабом. Шоканжан, я хочу, чтобы ты поехал учиться. Чтобы ты был лучше меня. Лучше нас всех. Сонымен Шоқан әкесінің батасымен алыс Ресейдің Омбы қаласында оқуға түседі. Кадет корпусында Шоқан үлкен жетістіктерге жетті. Оның мүдделері кең және әртүрлі болды. Орыс классиктарымен және әлем әдебиетімен қатар ол Азия саяхатшыларының ғылыми трактарына қызығушылық танытты. Вот так, с повеления отца, Шокан поехал учиться в далекий русский город Омск. В кадетском корпусе Шокан делал большие успехи. Круг его интересов был широким и разнообразным. Наряду с русской классикой и мировой литературой Шокана интересовали научные трактаты путешественников и исследователей Азии. Уже в 22 года по рекомендации Семенова Валиханов был избран действительным членом географического общества. Заседании географического общества я сказал, что моя земля недостаточно изучена, и мой народ недостаточно грамотен. Из-за этого они не могут постоять за себя в полную силу. Но Родина моя благодатна, и народ мой талантлив. Я вижу будущее своей земли, свой народ, и вижу будущее своей страны. В Петербурге, выступая на заседании географического общества, я сказал, что моя земля еще недостаточно изучена, и мой народ еще недостаточно грамотен, поэтому не может постоять за себя в полную силу. Но земля моя благодатна, и народ, живущий на ней, талантлив. И я твердо уверен, что наступит время, и мой народ заживет счастливой жизнью. Я в этом народе будущее моей страны. Выступление молодого казахского ученого произвело сильнейшее впечатление на географическое общество. Все были поражены смелостью его высказываний и уверенность в будущее своего народа. Прошли годы, десятилетия с того дня, когда Шоқан говорил о будущем своей родной земли и о будущем своего народа. Мечты его сбылись. Казахстан сегодня – это суверенное государство, в котором народ живет единой дружной семьей. В нашем селе Уликоль есть улица имени Шокана Валиханова, на котором стоит его памятник. Открылась новая школа имени Шокана Валиханова, в котором находится посвященный ему музей, где хранятся фотографии